Добрый вечер, друзья! Я Петр Цепанин, программа «Просто вкусно» на канале Якутия-24. Я сегодня один в гастростудии ресторана «Мусхая» без моего бессменного ведущего Семена Тарбахова. Он уехал, к сожалению, но ничего страшного, я думаю, что я один справлюсь. И сегодня ко мне в гости пришел Петр Лукачевский, мой тезка, мой, можно сказать, даже немножко коллега, потому что тоже предприниматель, сооснователь проекта «Ранвизипи» и незамерзающего материала Фрипласт. Фрипласт, да. Звучит просто очень круто, да? И это первое звучит очень круто, второе тоже очень звучит круто, да? Но до того, как ты начнешь рассказывать об этом, да, Петр, я хочу задать тебе традиционный вопрос. Кто ты такой? Откуда ты взялся и как дошел до такой жизни? Ну, смотрите, история у нас достаточно интересная, да, сама по себе. Мне кажется, очень круто и интересно. Ага. Да, ну, я всегда хотел быть предпринимателем. Ну, смотрите, вот, мы, дети, выросшие в 90-е, да, согласитесь, это верх крутости, это бизнесмен, да, соответственно. У нас в классе, там, не знаю, когда спрашивали, кем хочешь стать, там... Новый русский. Да, вот реально эта тема, там, 96-й год, первый класс, и все спрашивают, половина нашего класса хотят стать бандитами или бизнесменами, один из двух, короче, да. И, соответственно, лет в 19 я открыл первое предприятие, это был подростковый, можно сказать, юношеский максимализм. Думал, сейчас это... Лишь бы сделать что-то. Да. Чуть ли не так, сейчас да? ИП открою, нормально будет. Хренушки. Грубо говоря, это ужас. В итоге там никто мне, конечно, не сказал, что есть пенсионные страховые взносы там, и так далее, да, обязательные выплаты, да, и в итоге с горем пополам я работал в течение 3 лет, соответственно, ну, молодой парень, опыта никакого, там, тогда никакой литературы, как сейчас, не было, ютуба не было, да, соответственно, это 2000 какой там, 8-й год получается, да. И, соответственно, все на своем горьком опыте. В итоге ИП закрыли и начали уже это с более большим опытом открывать там другие бизнесы, да. С друзьями открыли вот в СИМА-центре на 2-м этаже компьютерный Перебью. клуб. Первый бизнес был чем связан? Интерьерный дизайн. Вау, Да. нифига себе. Ну это же очень сложно научиться даже. Ну то есть не знаючи. А как ты туда пришел? Я учился на дизайнера. Да, и, соответственно, тогда зарплата у дизайнеров очень небольшая была. И мы с одногруппниками подумали, надо это исправлять. То есть много квартир, кто-то ремонт, и вот будем интерьер. Да, все Дизайн. верно. Ага. Да. В основном это у нас визуализация была, потому что у нас не так развито. 3D. Да. Ну, что где будет стоять, как красиво будет, какие цвета использовать, короче. Какие материалы и все прочее? Нет, материала не было. Даже без материала? Да, потому что, опыта не было, мы не знали. Интерьерных студий тогда особо-то и не было в Якутске, да, и, соответственно, горем пополам работали. Никто не знал, что такое лофт. Естественно. В этом плане было жестко. Ну и, соответственно, шли дальше. Другие бизнесы появились, доставка еды, компьютерные клубы были, да. И в 2019 году мы решили заняться, в 2018 году, да, мы занялись... Всего-то 4 года назад, да? Да. Мы открыли новую ОШКу, мы решили исследовать тему, связанную с формированием привычки человека. Да? И это дошло до того, что мы зашли, это МТС Стартап, это большой акселератор МТСовский, да, там дошли до демо-дня, там нами заинтересовалась компания, торговый центр Мега же есть, да? Да. Они прям заинтересовались идеей, типа, о, круто, там, создание привычки. И вот это пошло, и мы пришли к выводу, что это создание привычки именно в спорте, это важно. За счет чего? За счет геймификации. Тут ничего как бы особо сильно не придумывали, но зато провели собственные исследования по этой части, научно-исследовательскую работу писали. И до сих пор приложение, естественно, делаем, потому что продукт очень сложный. Вот, честно сказать, очень сложный. Там очень много психологии, да, очень много научных моментов. Ага. И потом мы вошли в акселератор B8. После этого мы выиграли фонд содействия инноваций. Грант? Да, грант. Ага. Далее у нас... Именно с этим проектом? Да, с Ранвизипи. Далее мы пошли, начали выигрывать разные другие, как бы сказать, там, конкурсы, да, ГФЕ 2019, ты в игре, вот конкурс, допустим, федеральный идет, да, мы там получили из 4000 компаний 2-е место.
неплохо, да? Ну, вообще круто. Да. Я поэтому и говорю, это все круто. Да, это вообще интересно, классно, но работает, честно сказать, очень много, потому что мы же создаем что-то новое, и мы не всегда знаем то, что это понравится ли людям, да? Где корректировать поведенческие Да, привычки. да. Вот я бы так подытожил бы. Да. Ну да, все верно, и поэтому мы используем разные инструменты, customer development, постоянно по канвасу работаем, да, чтобы и все наши свои гипотезы подтверждать и после этого внедрять, как говорится. Слушай, я это уже все понял, да? Точнее, я об этом еще проекте уже знал, да, и вот я с Егором Мандаровым, своим сооснователем, соучредителем я уже знаком давно, но мне кажется, обычному телезрителю чуть-чуть немножко непонятно, о чем это мобильное приложение. Что оно делает? Мобильное приложение — это беговой трекер, беговой трекер, работающий как тамагочи. Именно, допустим, в приложении есть код, да, ZP. Он полностью зависит от твоих ZP. тренировок. Да, Так. все верно. Да. Полностью зависит от твоих тренировок, твоих активностей. Чем больше ты занимаешься спортом, то, соответственно, он становится все лучше, здоровее. Пушистее, здоровее, да? Да, счастливее, как минимум, да. И как раз-таки эти моменты, вот именно геймификация, они мотивируют человека заниматься дальше спортом. Если, соответственно, ты не будешь заниматься спортом, то приложение, код, он начинает это толстеть, чахнуть, болеть, постоянно ты push-уведомления пишет, типа, я умираю, там, чуть ли не так. Да. И это все работает, все это работает. Ну, то есть, как бы давление немножко на совесть человека. Да. Чуть ли не так, да? Практически, помните, вот тамагочи были? Были. Да, они же мега популярные были. Прям они... В одно время, да потом резко сошли на нет. Они до сих пор популярны. Да ладно? Да, у них там целая франшиза на этом развилась, и вообще по всему миру продажи очень даже высокие. До сих пор? Да. У нас, значит, это чуть-чуть перестало. Ну, у нас Россия специфические места. Так. У нас там покемонов отключали. Ну, то есть, конечные потребители этой услуги, этого мобильного приложения могут быть те люди, которые вроде как бы хотят заниматься спортом, но не до конца мотивированы. Так? Все верно, абсолютно верно. Ну, немножко не хватает того, чтобы толкача, да? Да, тут получается именно вот... А тут он в твоем телефоне, и ты спишь, он говорит, а ты что вчера не занимался? Ну, что-то типа такого? Да, вот прямо один в один практически говоришь, да? Почему мы не ходили тренироваться, пошли тренироваться, там, и так далее, короче. Ну, именно вот общение идет. Это когнитивно-поведенческая психология, грубо говоря, да? Ну, по Zip как-то так. Я хотел бы рассказать про FreePlast. Так, это тоже второе направление твоего предприятия, уже другое, да? Да, это у нас второе предприятие. Мы занимаемся исследованием и разработкой резины, которая не мерзнет. Резина в плане не колеса, а резина в плане сайлент-блоки, пыльники, там и так далее. И, соответственно, мы сейчас... Для нашего климата вообще вот, да? Вообще идеально. Поэтому там прям это большими буквами не замерзающая резина. FreePlast. И, соответственно, мы сейчас уже пилотируемся вместе с РЖД, да, ну, грубо говоря, проводим исследования совместно с РЖД. И стали резидентами Сколково. Это дает очень большие преимущества нам в будущем, как говорится. А как к этому пришли? Вроде как бы одно, а тут другое совершенно. Вроде как бы два разных ответвления. Ну, смотрите, исследования по части резины, которая не мерзнет, шли в Якутии вообще там 70-х годов. Да? Это в Арктическом инновационном центре СВФУ, они давно уже занимаются, как говорится, исследованием по этой части. И ФТПС, наверное, да? Проблем Севера. Да, все верно. И там, получается, мой друг Афанасий, он там, если не ошибаюсь, там заведующий лабораторией, по-моему, был, да? Предложил, давай, типа, откроем компанию, нужно монетизироваться. А то 70-х годов работаем, а монетизация... Вроде как бы продукт есть, но не продается. Да, все верно. Патентов 100-500, давай работать, говорит. Давай, говорю. Сразу же стали резидентами Сколково, там сразу с РЖД начали работать, тестироваться. И сейчас это мы планируем в сентябре уже запустить в Якутии продажи пыльников, сайлент-блоков там, и так далее для гражданских лиц, короче, как говорится. Ну, для иномарок. Для иномарок, для УАЗиков там, и так далее, для всех, для автомобилей. Так. Ага. И по этой части сейчас мы участвуем в нескольких грантах, чтобы получить, как говорится, ну, нам нужно оборудование какое-то определенное. Ну, то есть для производства. Да. Но это же целый конвейер. Но потребности Якутии мы закроем. И огромные деньги, я так думаю. Ну, первое время мы не планируем там слишком высокую маржу ставить там, и так далее. Цена будет практически такой же, как у импортных.
запчастей. Одинаковая цена, но при этом характеристики лучше. Да, все Не, верно. не мерзнет и все. Она не мерзнет и выдерживает определенные нагрузки, да. У нас резина сама по По себе. твердости, по прочности, по упругости. Она лучше, реально. Планы большие насчет фрипласта. Работа идет. Насчет Zippy тоже планы большие. Надеемся, что все наши интересные, как говорится, проекты найдут своего потребителя. И, естественно, у нас, кроме этого, еще в дальнейшем появятся еще проекты, скорее всего. Потому что предприниматели, согласитесь, люди творческие, хотят создавать что-то новое всегда. Ну да, да. Все время это как болезнь. Да. Прямо нужно что-то создать такое, принести, привезти, чего нету тут, чего нету там. Что-то такое, да. Мы немножко отвлеклись, точнее, просто очень интересно ты рассказываешь, да, но все-таки у нас кулинарное ток-шоу, тебе нужно будет что-нибудь приготовить. Я смотрю, ты принес всевозможные ингредиенты. Что ты будешь делать? Сегодня... Что ты будешь делать? Ну, я буду готовить поке. Это сейчас очень популярное блюдо. Еще называют это практически ролл в миске. Да? И готовится он достаточно быстро, просто. И мне кажется, любой человек может быстро приготовить у себя там на завтрак, например. Опять, ты до этого готовил его? Конечно. Ну то есть как бы проблем не должно встать. Хорошо. Да, проблем Давай. не должно быть, если что-то. Если вдруг что-то пойдет не Да, так, ну просто- ничего страшного. Да? Ничего страшного, просто Да. я человек сам по себе неприхотливый. Если у меня дома ничего происходит не так, я обычно просто дальше ем ее. Все ясно. Ага, отлично. Начинаем тогда готовить, да? Давай. В первую очередь давайте Давай я возьмем немножко найду. Рис. Ага. рис. Нужно будет промыть. Дуршлаг есть, да? у вас? Дуршлаг нету, но мы просто его этого. Ну, давай тогда. Давай тут лучше тогда, если не пришло. Тут хотя бы как... А давай я крышечка помогу. есть. Вот здесь, да? А. Кстати, вот же есть. Вот у нас вода здесь. Мгм. Поэтому думаю... Можешь ножом воспользоваться. Нет, тут Достаточно острый. открывается легко. Немного, да? Рис просто имеет свойство Разбухать. надуваться, да, Разбухать. разбухать, и, соответственно, лучше ему не перебарщивать. Да. В скольки водах? Один к одному и Нет, я имею в виду промыть примерно, ну, хотя бы 3-4 раза надо. 3-4 раза, да. Ага. Ну, так как я ближе к воде, давай я это сделаю. Давай. Я займусь тогда, авокадо в последнюю очередь, потому что авокадо имеет свойство окисляться. Так, и третий раз. Да. Уже зальем и поставим, да? Ну, пока там постоит немножко, потом ее это поставим. на Один к готовку. одному. Да, один к одному. Ну, как обычно, рис готовим и все. Так, и поставим сюда. Лучше миску открыть, наверное. Еще раз. Крышку открыть, да? Да, крышку, да, открыть, потому что этот... Это мокрой рукой. Так. Очень-очень быстро проговорили про твои нынешние проекты, да? Да. Да, у меня в шпаргалке стоит вопрос, какие твои планы, и есть некий план курсов, да? Да, все Расскажи верно. про это. Мы планируем запустить курсы для Якутии, чтобы, как говорится, молодым предпринимателям, инноваторам, как говорится, там, чтобы не было возможности, точнее, курсы, которые направлены на то, чтобы их обучить. Мы им даем инструменты, благодаря которым они шансов то, что они прогорят, станет меньше, шансов то, что этот проект выстрелит, станет больше. Да? Это очень важные курсы будут. Пока что мы проводим бесплатно вебинары в Инстаграме. Можете подписываться на ProStart и, соответственно, как говорится, посмотреть, о чем мы там рассказываем. О чем там, и так далее. вообще речь, да? Да. В чем, скажем так, всегда же есть предложение, да, допустим, вот вы сейчас будете активно продвигать, получается, этот курс. Да. Но пока бесплатно, потом с какое-то времени монетизировать. Конечно. В чем конкурентное преимущество твоего курса? Конкурентное преимущество нашего курса заключается в том, что, во-первых, мы даем реальные инструменты, которому обучают платно там, в больших университетах там, и так далее. Да? Соответственно, за небольшие деньги люди могут получить хорошие знания, которые могут использовать это на практике, прям практически. Да? Это как мини-акселератор у нас будет. Акселератор, вы знаете, что такое?
Это, Ну да, интересная такая вещь, помогает предпринимателям в короткие сроки получить огромное количество знаний и использовать на практике. Вот механика примерно одинаковая будет. Мгм. Это основное преимущество, естественно же. А так, конечно, это быть предпринимателем сложно. Это На твой взгляд, да, ну, ты заметил, подметил, да, одну из вещей, с которыми сталкивается обычный предприниматель. А с чем сталкивается, с какими основными трудностями именно технологический предприниматель, айтишник? Там трудностей в 10 раз, наверное, больше, с учетом того, что технологические предприниматели, это в первую очередь связано там, с научно-емкими продуктами, да? Это что-то новое абсолютно. Уже потихоньку. Абсолютно новое, что-то инновационное создавать. Это максимально сложно с учетом того, что, допустим, к примеру, если обычное предпринимательство брать, да, к примеру, продуктовый магазин открываешь. Ну, торговля. Да, торговля обычно. Продуктовый магазин ты открываешь, ты знаешь, что будут 100% какие-то продажи. Маленькие или большие, непонятно. Все зависит от местонахождения и от того, как ты будешь обслуживать клиента, как говорится, да? 4P маркетинга. Что-то типа такого. Да, все верно. А в технологическом тебе надо будет изначально уже понять, кто у тебя целевая аудитория. Ты создаешь продукт не для себя же, а для аудитории. Ты должен понять их боль, создать продукт, который закроет эту боль, к примеру. Да? Это очень сложно. Это очень сложно. Это очень много исследований в начале, в середине и вообще весь путь это исследование. Очень хорошо, когда есть, допустим, к примеру, есть аналогичные продукты. Нога уравняться. Да, уже легче становится, ты уже понимаешь примерно, какая у тебя целевая аудитория, к примеру, да? Откуда они деньги берут, сколько у них денег. Да, кто конечный потребитель твоей услуги. Да, все верно. Потом в этом плане это намного удобнее получается. И во-вторых, конечно же, технологическое предпринимательство требует больших инвестиций изначально, частенько. Если небольшие, то хоть какие-то инвестиции 100% должны быть, да? В этом плане уже работа тоже появляется достаточно большая, убедить потенциальных инвесторов в том, что это продукт важный, что он сможет выстрелить и так далее. Да? Это навыки презентационные должны быть, навыки общения, коммуникации и так далее. Но это важно. Сейчас помоем. Так, перец моешь. Давай. Вот ты для себя подметил, вот внизу. Подметил, что всю жизнь хотел быть предпринимателем. Да. Потому что предпринимательство дает возможности, именно свободу создавать что-то интересное для людей. Мне всегда хотелось что-то создать такое, чтобы люди этим пользовались, да? Чтобы потом благодарили, типа, ты клевый продукт сделал. Да, благая такая цель, да? Да. Ну это же... А насколько сильно играет то, что, например, 90-е годы вспоминаю, да? Почему хотели стать предпринимателями, что работая на дядю, ты работаешь на зарплату, а когда ты работаешь на себя, все, что ты не заработал, все твое. Да, это очень, Это насколько сильный момент? Мотивирующий. Во-первых... И в то же время рискуешь всем сам. Да. Во-первых, это максимально жесткая ложь в плане того, что я в детстве реально так думал, что вот я заработаю, все мое. Все мое, это вообще только мое, я заработал. А сейчас я понимаю, что нужно сотрудникам оплачивать, есть сотрудники, им нужно оплачивать, есть налоги, все. В итоге ты можешь меньше себя получить. Есть аренда, да. Да, аренда и так далее. Просто люди этого не понимают. Поэтому предпринимательство это, во-первых, же ответственность. Особенно если у тебя сотрудники есть, то ответственность перед сотрудниками в первую очередь, конечно. Ты же не будешь людей без зарплаты оставлять. Да, без жилья, без этого. У людей тоже есть определенные потребности, которые тоже нужно закрывать. У всех кредиты, у всех дети. Да. И ты должен понимать то, что ты работаешь, ты должен предприятие вести вперед ради того, чтобы твои сотрудники были довольны, хорошо работали. И, соответственно, ты тоже будешь доволен всем, как говорится. И, соответственно, предприниматели, если ты директор какой-то компании, многие люди думают, что это по-любому зарплата высокая. Вот, допустим, частенько я такие комментарии иногда в Инстаграме вижу или в других социальных сетях.
то, что вот, вон чинуши, там, типа, богатые там предприниматели. Да. Но по факту-то это директор, генеральный директор, он самый последний человек, в итоге он будет получать или 0, или там немножко, есть шансы большие такие, короче. Но это в худших случаях, конечно. А и в хороших случаях, если бизнес хорошо идет, и есть проекты хорошо продвигаются, то, соответственно, и ты будешь богат, и твои сотрудники будут это довольны. И все. Ну хорошо, тогда давай задам тебе такой вопрос. Ну, не секрет, что последние годы наши даже якутские внутренние компании, да, ну, стали очень серьезными авторитетами даже в мировом бизнесе. Mm-hmm. Ну, что, InDriver, да, Да, Арсен да, Томский, да. да, мой товарищ. Ребята, Да, несколько компаний, да. С чем это связано, как ты думаешь? ну, во-первых, реально у нас связано с логистикой в первую очередь. Да? У нас, получается, IT-компании, они могут переносить, точнее, дают определенные возможности. Информационные технологии вообще благодаря интернету дают возможности именно сидя в Якутске запустить что-то. Раньше, допустим, интернета нету, вы хотите создать, допустим, новую сгущенку, да, конкуренцию там, обычной вот, СССРской какой-нибудь или российской сгущенки. И, соответственно, шанс то, что ты прогоришь, наверное, 95% будешь. Потому что ты в Якутске, а та компания будет находиться в Новосибирске, к примеру. Да. Ближе к сырью. Да. Ближе к сырью, и в плане логистики это намного, у них преимуществ больше будет, чем у тебя, да? Да. Вот поэтому, допустим, многие проекты в Якутске, допустим, пытаются экспортировать мясо там, и так далее. Конечно, мы делаем это классно, но все упирается... Из того, что есть, который здесь прямо. Да. Ну. Все упирается в логистику. Логистика дорогая, реально очень дорогая. Так. С Новосибирска намного легче. Нет, я задал вопрос именно в чем секрет успехов этих компаний. Ну, то есть многие же занимаются все-таки IT-бизнесом, да? Но вот вроде как бы мы, Якутия совсем маленькая, да, вроде как бы и кадров, казалось бы, сильно не хватает, так, не хватает, но при этом все равно вот пришел такой успех, и он еще и продолжается. Но Майтона та же самая, да. Ну, честно сказать, да, за этим, на мой взгляд, стоит очень большая работа. Во-первых, историю InDriver я читал, часто приводят в Книжку. пример. Да, и книжку там и так далее, и, там, и сюжеты, и обзоры. Арсен Томский, он все правильно сделал, да, ребята там сделали вот А я независимый... думаю, что ему просто повезло. Нет. Независимый водитель, Арсену, привет. потому что независимые водители, они это работали в течение там 2 лет, наверное, да, и никто же не пытался. Максимум, до чего люди додумывались, это именно выкупить это паблик, чтобы рекламу делать. Да. Ага. Ну, и там рекламу размещать. Да, это Да. все, что там придумали. А Томский решил то, что на это можно сделать, грубо говоря, там очень большую компанию, таксомоторную прям конкуренцию, да. Он увидел в этом золотую жилу и начал развивать эту тему связанную с peer-to-peer, да, клиент-to-клиент, короче, грубо говоря, да. И в итоге получилось. Получилось, да. Вообще, Ну, и круто, классно. Получилось дико круто, да. Но для Якутии, да. Даже для мирового бизнеса, чтобы для российских компаний таких мало. Да, вообще абсолютно же мало у нас. Про InDriver тоже могу сказать, то, что ребята вообще молодцы. Честно сказать, такие люди мотивируют не только, наверное, меня, но и всех предпринимателей, то, что все возможно. Что все возможно. Да, Так, мне кажется, надо уже посолить. Рис уже ты уже переключил, мне, по-моему, на меня. я, честно сказать, ложка есть, да? Ложка столовая? Да, все верно. Рис не солю никогда. А, да? Ну ты как это, как Я вообще соль не... как китайская-японская, да? Ну. Они тоже не солят практически. Соевый соус и все. Да, все верно. Давай я чуть-чуть тогда. Я сам просто это соль не особо люблю, потому что соль сам по себе же он такой не особо полезный. Белая смерть. На... Сахар тоже. Да. Ну, сахар, в отличие от соли, энергию дает хотя бы. Чуть-чуть. Ну. Нужно ауденте или чтобы полностью было готово? Чтобы полностью было готово? Да, ну я люблю готовить, приготовить, чтобы так на зубах чуть-чуть вот так. Крепкое было, да? Чуть-чуть крепкое. Нет?
Ну, хочешь, давай так сделаем. Не, ну это твое блюдо. Нет, я обычно готовлю, чтобы нормально было. Но не до состояния каши, естественно. Ну да, Состояние каши это, это плохо. ну, кому-то каша, наверное, нравится. Кому-то, конечно, тоже нравится, да? Но, конечно, авокадо вытаскивать так достаточно сложно, особенно когда он А, она еще и не спелая, да? не спелый, ага. А можно было бы просто ножиком почистить и все. Ну да, по идее, но я Тот решил можешь так. понтануться, что я могу так вытаскивать. Можешь, оказывается, так сделать. Но Так. не получилось. А так, конечно, предпринимательство это вещь интересная. Ну, иногда, честно сказать, да, вот прям душу раскрою, да, немножко. Хочется снова уйти там на наемную работу, меньше головняка. Просто вот ты сидишь, определенный отчет делаешь до определенной В даты. 9 пришел, 6 ушел, Да. и зарплата пришла. Да, и все. Иногда так, да? Да. В выходные все, меня не трогайте, и все. Сидишь дома, да? После 6 вечера ты дома сидишь. Классно. Отпуск, никто тебя не трогает. И выезд. Да. А сейчас у предпринимателей в основном такие отпуска как такового нету. Прям ощущение прям полностью как бы у большинства, по крайней мере, да? Да. В любом случае ты волнуешься за бизнес, да? Да. Что там происходит? Там. Если ты хозяин бизнеса, то отпуска ты никогда не увидишь, скорее всего. Да. Ну или кратковременный сам себе, если будешь давать. Максимум. Но это очень, говорю же, опять же, ответственность. Ты прямо это чувствуешь, это груз ответственности, что приходится это... Ты практически опытный предприниматель. Ну, можешь так себя назвать. Не, я не сказал бы, что я опытный. Ну ты уже курсы создаешь, да, для предпринимателей. Ну, я знаю, что делать, чтобы это не прогореть. Чтобы хотя бы там компанию вытащить на... Ну, и особенно вот технологические предпринимательства, вытащить на стагнацию хотя бы. Это очень важно. Хотя бы. Чтобы самоокупаемость какая-то определенная была. По части обычного бизнеса, ну, можно сказать, у нас есть определенные доли в разных классических бизнесах, благодаря которым мы можем выживать, как говорится, создавать что-то новое. А что бы ты посоветовал начинающим предпринимателям? И вообще, как ты думаешь, вообще сильное различие между обычным и классическим предпринимателем и вот технологическим, который сейчас? Классическое предпринимательство, на мой взгляд, чутка легче. Возможностей и информации намного больше, чем когда технологическое предпринимательство. А когда технологическое предпринимательство, информации очень мало, приходится там по крупинкам собирать, что-то самому там придумывать, да? Это занимает очень много времени, и есть большой шанс, то, что все твои усилия окажутся пустыми. Занимался, и авось оно не там, типа, да? Да. Типа, А какой главный совет тогда бы ты дал? Ну вот, глядя на свои эти... Ну, во-первых, Опыты. Да, я бы сказал бы, это самый главный совет, быть гибким, максимально гибким. Я часто вот встречал ребят, которые работают и бизнес-модель не меняют, также стоят и все, короче. Их еще называют компании зомби, короче. Они постоянно требуют определенного вливания денег, это, грубо говоря, это постоянные гранты и живут как грантажеры, короче. Да? И это очень плохо. Продолжать делать одно и то же, не меняются. Да. Ага. Нужно понимать то, что если реально вот ты несколько раз менял бизнес-модели, у тебя не получалось, да, возможно, стоит заняться чем-то другим. Другой бизнес. Да. Возможно, этот бизнес, именно который сейчас делаешь, именно эта идея, она просто не получится. Есть такая тема. Ну да, еще не готово. Ну, народ еще не готов. Да, возможно, народ не готов, возможно, именно какие-то определенные региональные, там, локальные там, есть условия. Но по факту получается надо быть смелым, сказать себе это в лицо, как говорится, что нужно закрыть это. Как Джек Николсон, полет над гнездом кукушки. По крайней мере, я хотя бы это попробовал. Да, все верно. Так, рис, на мой взгляд, уже готов. Ну отлично. Я солью воду. Так, рис я воду слил. Вот он. Отлично. Пойдет? Сойдет. Пойдет. Но почти в кашу не превратилась. Нормально. А ты тем временем режешь рыбу.
Да, вот и рыбу порежем вот так, ну, мелкими кусочками, чтобы этот кости уже вытащил. Кости вытащил уже. Да, это хорошо. Так. Аккуратно ночью, что ночью. Да, я чувствую это своими пальцами. Все утро точил. Но Так, Петь, скажи, пожалуйста, вот ты сказал, что с первым проектом вы резиденты нашего технопарка и IT-парка, правильно? да, все верно. Сейчас, насколько я знаю, да, у меня технопарк и IT-парк, они очень сильно развиваются последние годы. Тем более директор технопарка, мои друзья, они вот тоже передачи мои приходили, рассказывали про все это, да. Ну, а ты как человек, который, ну, по другую сторону баррикад, да, они руководители, сидят и раздают эти гранты, да. Каким образом, насколько легче начинающему предпринимателю стать резидентом технопарка, и как вам это удалось? Ну, во-первых, это миф, наверное, то, что технопарк раздает это гранты. Ну, не раздает, но, по крайней мере, это может сделать. Нет, они помогают. Помогают, да, получить, ну, допустим, помочь могут в документации, да, собрать все документы, чтобы податься какой-нибудь всероссийский грант, да. По идее, если человек не знает, как участвовать, то он, скорее всего, вряд ли выиграет, да. В этом плане они очень сильно помогают. Также, получается, технопарк, они помогают информационно всегда То помогают. есть именно с какой стороны подступиться? Да, Начинающему, да. получается, технопарк в первую очередь нужно людям, и все-таки они помогают очень сильно начинающим предпринимателям технологическим, да, именно начиная от патентования, это важно, да. Да. Ну, если у тебя какой-то готовый продукт. Да, регистрация интеллектуальной собственности, логотип, допустим, тот же самый, да, заканчивая, получается, заявками Сколково, потому что технопарк Якутия – это региональный оператор Сколково. И, соответственно, если резидентами Сколково ребята становятся, то они вообще красавчики. Они вообще уже полпути сделали, реально, практически. Потому Но что... вы же резиденты Сколково? Да, да. Но вы тоже тогда красавчики. Но я так себя не веду обычно. Вот так не хожу. Да, в этом плане Сколково просто дают очень большие не то, что, опять же, там, типа, просто деньги раздает, а именно возможности определенные, да? Просто я хочу развеять миф, то, что вот технопарк там, и так далее, вот и государственные вот эти поддерживающие предпринимательство предприятия раздают деньги, да? Просто обычно обыватели реально так думают. Если так было бы, то вообще классно было бы, если честно. Ходил бы там, получал денежки. Но, к сожалению, это не так. И, к счастью, наоборот, это не так, потому что благодаря им мы получаем очень важные знания, чтобы участвовать уже в всероссийских, международных, не только грантах, конкурсах там, и так далее. Да? Перевод, допустим, ты хочешь перевести, к примеру, на японский язык и попытаться выйти на экспорт в Японию, да? Технопарк Якутия тебе поможет реально. Ага. Вот, Если ты например. резидент технопарка. Да. Так вот, тогда следующий вопрос, который я тебе задавал уже. А как вы стали резидентом технопарка? Насколько это просто было? Отправили заявку. Отправили заявку, И всё. подождали, Ну, а потом в один день звонок сказали, поздравляем, вы резидент. Нет. Было бы так, еще тоже неплохо было бы, конечно. Отправили заявку, потом в определенный день мы приходим туда, нас всех зовут, и мы уже защищаемся. Защищаем свои проекты. Такой длинный стол стоит, там сидит Да, директор, да, а да. вы сидите с важным видом, вот примерно таким же видом, белой сорочки. Я раньше так не ходил, наоборот. Приходим и рассказываем, что мы собираемся делать и как собираемся монетизироваться, что у нас сейчас есть, грубо говоря. И, То есть на соответственно... каком этапе и куда вы собираетесь прийти? Да. Так? Миска есть, да? Какая-нибудь. Салфетка? А, миска? Да, я просто эту рыбу туда положу. Давай. Потом вот это надо будет промыть, потому что она жирная же. Рыбу промыть. Не рыбу, это доску. А, доску. Потому что на ней же будем резать. Ну и, в общем, в технопарке... Таким образом мы попали в технопарк. Это дает определенные возможности, и определенные, как говорится, немного облегчает моменты, связанные там, с импортом, экспортом в другие города, там, страны там, и так далее. Короче. В общем, технопарк, ребята, вы молодцы. Я вас очень сильно люблю. Не, честно, вот ребята там классные. Мне они очень сильно нравятся.
Так, и вот эту красоту, по-моему, сейчас будешь делать. Да. Сейчас порежем, чтобы красиво было. И засервируем. Да? Да, самое главное. И начнем есть. Да. Уже обед. То, что мы должны делать, как раз обед. Ну, Ну, давай посмотрим. Как ты Я обычно- роллы по какому ты назвал, да? ну, их называют еще открытые роллы. Или Открытые как-то. роллы. Да. Ну, грубо говоря, мы их не заворачиваем, но ингредиенты такие же, как у роллов. Ага. Заметил, Ну, да? ну, Есть, да. Но мы не стали добавлять там специальный рисовый уксус там, и так далее. Для риса, да. Потому что, ну, как я уже говорил, я соль особо не ем, а там как раз-таки соли достаточно много. Я, наоборот, пытаюсь Вот так придерживаться можно делать. здорового образа Ты поделить жизни, хочешь? как говорится. Не, порезать все. Ну ладно. Вот так? Можно и так. Или как ты хочешь? Не, нормально. Сейчас, получается, тогда все так порежем. Просто я обычно ножницами делаю. Ножницами намного удобнее получается. Ну да, у нас ножи нету, зато есть острые ножи. Хорошо. Ну и как-то так. То есть ты, раз уж ты сказал, что технопарк молодцы, то в нашей республике достаточным образом именно технологические предприниматели поддерживаются. Да. Со стороны республики и республиканских властей. Так? Конечно. Ага. Ну, поддержка есть. Я не знаю, почему некоторые говорят, что поддержки нету. Поддержка всегда есть. И вообще это меня сильно удивило, потому что раньше это вообще я не интересовался поддержкой со стороны государства, там, предпринимателей, да. Я сам по себе ходил, там, что-то Братался делал. и все. Да, Свои что-то каши. пытаюсь, что-то продаю, да. И я понимаю то, что поддержка это важно, интересно и реально помогает даже хотя бы там по юридическим вопросам, к примеру. Ну, говорится, если поддержка есть, то почему бы и нет? Но, Так ты вообще так мелко режешь? да, Да? А потом как? просто сверху насыпаем и все. Вот это? Да? Так, ладно. Ну, обычно ножницами делал. Ну все. Понял, да? Понял, интересное кино ведь. Я думал, ты как-то так сверху положишь. Ну, давай. Не, паке Другой интересный вариант сервировки Окей. открытых роллов. Да. Ну, их называют, Подэтаживая, я скажу. их называют паке и... Поке. Поке. Поке, Поке, да. Сначала, когда ты сказал поке, я почему-то подумал, что это суп. Ну, я всегда так называю. Жена постоянно заказывает. И я думал, что? Это 400 рублей? Поке. Давай я дома сделаю. Перке. Поке. Покер. Так, ладно. Это, по-моему, если не ошибаюсь, это гавайское блюдо. Вот это? Да. Да? Моя мечта съездить в Гавайи. Моя тоже. Да, я всю дорогу уже вот так делаю, гавайская шака именно. Многие удивляются, почему это все время так делают. Ну, это именно гавайская шака. А я думал, ты там вот так, бразильское джиу-джитсу. Нет, бразильская джиу-джитсу тоже, гавайская шака, все тип-топ, хорошо. Немножко отвлеклись. И начнем сервироваться. Да, а для того, чтобы ты легче сервировался, я тебе задам вопрос, что мотивирует тебя работать? Что тебя заставляет утром вставать и идти на работу или продолжать вот это все это делать? Тебе что-то нужно? Ну, во что будем сервировать? Во что? У нас Во нет что? тарелок, да? Надо было тарелки взять, да, с собой? Надо было с собой... нет, ну... Значит, Можем попросить тарелки. Отдам, ага. Нам поднесли пиалы, Отлично. да, столовую ложку. Соберем сейчас. Красиво сделаем, да? Ну, как угодно. Будет ложку побольше. Нет, ну, побольше нету. Ну, сейчас четко будет. Вообще вкусно. Четкое поке. Да. Ну, с рыбкой, Зато это свежим рисом. правильно. Это одна порция такая здоровая. Ну, да? Да, это ты себе. Давай мне чуть-чуть поменьше. Давай. Я как бы сижу за фигурой, я уже не молодой, поэтому много кушать нельзя. Метаболизм помедленнее, Да, да? да, сегодня в спортзал не иду, поэтому кушать буду мало. Хорошо, Сойдет, да? сойдет. А это вот мы ребятам Ну, потом, ага. всей мощной бригаде И, традиционно. грубо говоря, вот так, Так, вот. так. Закидываем. Потом, получается, идет у нас авокадо. Просто вот так, да? Просто кидаем, все, прикинь, да? Это Все, прикинь, кидаем и все. Еда такая простая, вкусная. Потом берем вот это. Вот это. Вот это, Это. вот это. Потом Огурец. закидываем вот это все. Ага, зеленое. Все готово, по идее. Реально. Да, и соевый, да? Да, если хочешь, по вкусу можешь соевого добавить. Я просто иногда не добавляю. Да, ну я вот устричный хочу добавить. Тут у нас Семена стоит устричный. Чуть-чуть, Давай. для вкуса.
Ну, смотрится, думаю, неплохо. Да, ну смотрится все яркое, все так красиво. Да, покажем в камеру. Запашок пошел какой, вот Ну. соус хорошо пахнет. Я обычно еще добавляю кисло-сладкий соус. М, Это бывает супер. Да, я понял. Есть этот, ложечка? Или вот Ложечка? Ну, ты можешь взять, я могу чистую дать. это? Да, не, я человек неприхотливый, говорю, что... Так, ну что, бон аппетит, Да, приятного аппетита. приятного аппетита и будем пробовать. Немножко необычно, но сути не меняет, очень вкусно. Да? Такое, Уже вроде привычное блюдо риса, а просто начинка немножко другая, уже вкус уже немножко... уже совершенно по-другому. Да. Ну и, честно скажу, это на роллы не похоже, но как бы ингредиенты те же, да? Ну, можно добавить филадельфию сыр. Ну, Слушай, он, кстати, там есть. можно, да? Будет похоже на роллы тогда. Будет похоже на роллы. Ага. Я обычно авокадо добавляю. Да, ну получается какой-то как салат жаркое, горячий салат. Да, что-то типа такого. Все верно. Теплые роллы. Роллы можно, ну, грубо говоря, паке можно это готовить как хочешь. Рис можешь какой-то определенный делать. Вариаций очень много, и, как говорится, фантазия может тогда разыграться на все катушки. Можешь острый соус добавить, можешь мясо добавить, все что угодно, короче. Да-да-да, ну что есть, грубо говоря, в холодильнике нашел, положил. Да. Петь, спасибо за то, что ты был гостем сегодня нашей передачи. Давай. Да, за твою интересную беседу, за короткую, яркую и очень такую эмоциональную, как молодой предприниматель. Ну, ты же молодой предприниматель. Не, Ну, скоро. хотя уже с таким с опытом, да? Да, мне уже 34, уже не особо молодой. Да, но все равно, предприниматель с опытом. Спасибо за то, что был гостем еще раз. И я хочу предоставить тебе слово, пожелание нашим телезрителям традиционное, может быть, есть пара слов сказать. Вот в этой камере, пожалуйста. Ребята, если какой-то бизнес открываете, никогда не унывайте, идите вперед, но в то же время вы не бойтесь. Как говорится, если что-то не так пойдет, просто закрыть. Потому что, как говорится, нужно быть смелым во всем. И в закрытии, и в открытии, и вообще в пути предпринимательства. Потому что реально закрывать реально очень сложно бывает. Ты понимаешь? Как будто свой ребенок. Да, детище свое. Тут, это, по-моему, сила духа нужна прям жесткая. Ну, все, мы сделали, приготовили. Да, мы поговорили, мы покушали, мы приготовили. Ну и на этом мы потихоньку прощаемся. Я Петр Цепандин, Петр Лукачевский, программа «Просто вкусно», канал Якутия-24. А мы с тобой продолжаем кушать. Давай. Ребятам сервирнем Ну, и угостим обязательно. ешьте. Нет, для обеда тема. Пюрген. Короче.